В Башкортостане полдень, сегодня среда, 12 августа 2026 года, и на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск программы «Аспекты мнений». Хоумахагас Дустар, меня зовут Руслан Валиев, и я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, собеседника, которого мы давно анонсировали, но вот наконец встретились, наш замечательный земляк и философ, не побоюсь этого слова, Ишмурат Хайбулин. Ишмурат, здравствуй. Здравствуй, Руслан. Добрый день всем зрителям, кто смотрит Хаума. Ассаламу алейкум. Кстати говоря, философом первый раз меня назвали, но благодарю. Ну, я отталкиваюсь от собственных ощущений и надеюсь на то, что нам действительно сегодня предстоит, по большому счету, ну, скажем так, с точки зрения философии подходить к тому, что мы будем обсуждать. И в этом нам, я надеюсь, помогут наши зрители, подписчики, которых мы не только приветствуем, но и призываем участвовать в нашем разговоре с помощью чата нашей YouTube-трансляции. Дорогие друзья, пишите, что вы думаете об услышанном, задавайте вопросы. Давайте делать этот разговор вместе. Начну немножко издалека, не совсем с анонсированного, а с того, что прямо сейчас происходит. Мне интересно, вот те события, что сейчас в центре внимания, скажем так, независимой прессы, это предстоящие выборы в России и снятие партии «Яблоко» с избирательного бюллетеня по решению суда. На ваш взгляд, это вообще как бы существенное событие, скажем так, для нас, для башкортостанцев, для выходцев из республики? Или это то, зачем наблюдать не стоит, потому что смысла никакого для будущего не имеет? Руслан прям как будто прокомментировал мой утренний пост. Вот я пока готовился к встрече с тобой, там в телеграм-канале у себя написал. Ну, я отношусь к той категории скептиков, которые эти новости не отслеживают. Там сняли «Яблоко» с выборов. Я написал про это пост. Для меня это как вот обсуждение каких-то тонкостей барака в концлагере. То есть нужно ли зашивать робу там, после отбоя? Имеем ли мы право покрасить свои кровати? Примерно вот на таком уровне. Поэтому сильно я не отслеживаю. После всего, что произошло, вот именно в данном моменте не имеет никакого смысла обсуждать партию конкретную, потому что сами выборы в России уже не имеют никакого смысла. Ну ладно, я завершаю этот блог, просто напомню, что есть такая интересная фраза, которую приписывают Сталину. Она есть в книге некоего Бориса Бажанова, бывшего секретаря Сталина. Там он приводит, что когда-то Сталин сказал: не важно, как голосуют, важно, как считают. Вот. Примерно вот такая картина. Ну, я как человек в выборах много участвовавший, я согласен, тут не поспоришь. Ну, как бы есть же, ну, для нас, скажем, в исследовательских целях любопытно наблюдать, по крайней мере, мне так кажется, за тем, как общество реагирует. Вот к суду пришло большое количество молодых людей. Я смотрю на них и понимаю, ага, это ребята, которым в начале полномасштабной войны было, ну, лет 12, то есть они были еще ближе к детскому возрасту, а теперь они граждане, которые хотят голосовать. Туда пришло человек 500, а, наверное, по стране таких людей наберется гораздо больше, и в том числе в Башкортостане. И мы можем, ну, исходя из этого, делать какие-то выводы. Ага, растет молодежь, сознательная, там, что-то можно из этого извлечь или нельзя. То есть даже в этом смысле неинтересно. А вот это уже интересно, потому что наблюдать за молодежью, что они думают, что у них в головах. Я просто, когда вы сказали «молодежь и выборы», вспомнил 1995 год, когда я готовился на юрфак. Нам раздали брошюрки вот, про права человека, про выборы, какие есть вообще режимы и так далее. Вот мне некоторые моменты запомнились из этих брошюрок, что была там такая, значит, история, что некий принц ехал в Британии, посторонился, уступил какому-то пассажиру, да, вот видите, верховенство закона, все люди равны. Мне вот тогда казалось это вау, неужели простой человек может что-то решать? Да? Вот, скорее всего, эта молодежь, она тоже вчера покинувшая школьную скамью, хочет верить,
что у нее есть выбор, что путем голосования может что-то поменять в стране. Я вот с этим связываю. Но все равно это хорошо. Пусть человек, потому что определенные вещи должен пережить, пройти, очароваться, разочароваться. В этом смысле вот этот срез молодежи изучать, конечно, нужно. Ну вот как раз и от этого, наверное, оттолкнемся. Очароваться, разочароваться. Тут я полностью согласен. Я сам тоже планировал поступать на юрфак, и такого рода труды, скажем так, приходилось читать. И все эти чувства мне очень хорошо знакомы. И помню чувство, ну, некого даже счастья. Наконец-то мы живем в такое время, когда это все работает, думал я. И теперь уже обратного пути нет, думал я. И дальше только вперед и к светлому будущему. Ну, в общем, мы знаем, к чему это все пришло. Сейчас мы находимся на этапе, когда будущее туманно. По крайней мере, те из нас, кто так или иначе продолжают связывать свою судьбу со своей родиной, находятся в процессе размышлений. По большому счету, я думаю, что уже публике довольно-таки понятно, что по ключевым вопросам у нас нет каких-то ключевых разногласий. Я, например, согласен с тем, что российское государство, как империя, это пройденный такой историко-административный, что ли, фактор, и нужно стремиться к будущему независимому и так далее. Но вот здесь вот есть развилки, есть какие-то полутона, будем так говорить. И, наверное, ключевой вопрос, который мы должны сегодня рассмотреть, это религиозная составляющая. Действительно, башкирский народ и в целом 2/3 там, населения Башкортостана в той или иной степени относятся к мусульманской религии. Вот. Я имею в виду татарское и башкирское население, безусловно. Да? Вот. А формально на сегодняшний день мы имеем религию, отделенную от государства, но фактически мы имеем религию как часть государственной машины. Вот если говорить о будущем, если предположить, что будет возможность у нашего народа самостоятельно решать это будущее, должна ли религия оставаться отделенной от государства в том виде, как она отделена, скажем, в странах Западной Европы, или мы должны каким-то своим особенным путем двигаться? Сначала небольшая предыстория. Я смотрел ваш эфир с Русланом, я даже прокомментировал отдельно видео. На этом интервью ты говорил, что путем размышлений ты пришел к тому, что мы строим свое независимое государство, национальное. Ну, ты и назвал причину, там, почему к этому ты пришел. Получается, мы являемся людьми, которые разными путями пришли к одной мысли. Ну, так в жизни бывает. Вот Почему бы и если нет? про себя говорить, я в начале своей молодости, я не был человеком, который вообще хотел строить какое бы то ни было государство. Ну, даже если вот хронологию, биографию посмотреть, есть у меня книги, труды по лингвистике, преподавание, ну, вот такие мечты, что я буду заниматься наукой, преподавать и так далее. Но сами обстоятельства, сама жизнь, реальность в России вынудила меня думать про это все, про политику, потом про экономику тоже немножко. И вот на сегодняшний день я являюсь одним из редких представителей практикующих мусульман, которые участвуют активно вместе с другими в построении национального государства. Но мир такой. Мы сегодня не знаем других видов государств. То есть правовые документы, международное право всегда именно строится, базируется на идее национальных государств. Как бы некоторые скептики не обсуждали вот эту границы национальные государства, кто-то даже называет это картографическим атовизмом. Мне такое выражение понравилось, что сегодня теряет смысл национальное государство. Но мы же видим, что сегодня именно это конструкт мировой. А в этом конструкте, ну, в большинстве, в подавляющем большинстве стран, давайте используем слово цивилизованных стран, религия отделена от государства. Может быть, мы это еще прокомментируем дополнительно. Ничего плохого в этом я не вижу. Потому что можно, смотри, Руслан,
декларировать угодно, что угодно, да? Можно сказать, что у нас религия так переплетена с государством, что оно единое и целое. И что от этого будет, какой будет плюс самому государству или верующих? Вот представим, завтра в России какие-нибудь спикеры, говорящие голову, выйдут и скажут: все, мы забываем этот тезис, что религия отделена от государства. Сегодня мы объявляем, что и ислам, и православие сращены, переплетены. Мгм. Что от этого поменяется вот в этой конфигурации? Да ничего. Вот именно в путинизме. Объявлять что угодно можно. Это просто декларация. Важна суть. Пусть она будет отделена, но вот в той отделенности, в том сегменте, который будет выделен для верующих, для религии, чтобы было верховенство и право, и справедливости. Я это так вижу. А вот эти законы значит, оскорблении чувств верующих, должны ли они быть не в том виде, конечно, в извращенном, как это сейчас, а вот в каком-то таком ну, условно цивилизованном виде? Должны ли верующие, пусть будет те, кто исповедует ислам, иметь право ходить в суд, если вдруг им покажется, что кто-то их оскорбил или там нарисовал, вот, ну, как карикатуру, да, взять французское издание «Шарли Эбдо». Действительно же там очень такие спорные картинки, но картинки спорные — это одно, а другое дело — свобода слова. Не совсем я понимаю какой-то отдельный закон про оскорбление чувств верующих. В Мгм. принципе, эту линию можно и продолжить, да? Оскорбление чувств атеистов, Да-да-да, оскорбление чувств именно я к этому и клоню, разумеется, да. коммунистов и так далее. Поэтому, насколько я понимаю, в России это было принято под давлением РПЦ, а РПЦ, если что-то делает, оно делает для своей выгоды, часто для материальной, для своих преференций каких-то. Поэтому по оскорблению чувств верующих, чтобы где-то восторжествовала справедливость, я таких примеров не знаю. Ну и есть этот закон, и что? От этого мусульманам как-то, например, лучше, когда Все любой понятно. Хорошо. русский общинник. Не тратим на это время. Вопрос Да, понятен. И по поводу РПЦ, я думаю, у нас тут консенсус, в том числе и среди аудитории. Даже доказывать ничего не будем, как говорится, с этой структурой КГБшной буквально, да, все ясно. да. Я немножечко хочу все-таки про наш народ и хочу даже оттолкнуться вот совсем древних времен. Общаясь с одним, ну, видным, так скажем, деятелем башкирской общественности, который в определенное время при Муртазе Губайдуловиче, скажем, имел важные публичные роли, я услышал для меня неожиданную мысль. Рассуждая на тему будущего народа, насчет его сохранения, там, будущей независимости даже возможной, человек говорит такие мысли. Важнее всего не вот эти атрибуты, там, независимость, еще что-то. Важнее сохраниться народу, его генофонду. Я тут вообще не поспорю, да, наверное, никто не поспорит. Надо сохраняться прежде всего. И вот он говорит, с точки зрения сохранения, все эти ваши мечты влажные, это все вред. Наоборот, все эти ваши мечты приведут к тому, что народ может быть, если не уничтожен, то опять сократится, как в начале там, 20 века на 60%. Вот. И приводит в качестве доказательства такой аргумент, что, дескать, башкиры вообще присоединились к Московскому царству, пытаясь найти защиту от исламизации. Дескать, среди такого, ну, скажем так, простого башкирского населения все еще преобладали приверженцы традиционных доисламских верований, условное тенгрианство. И вот, будучи свободолюбивым, кочевым народом, башкорты хотели предотвратить или приостановить вот эту вот исламизацию, которая шла в годы Орды. Соответственно, вообще, насколько эта точка зрения, на твой взгляд, имеет место быть? Вот, и, может быть, как-то прокомментировать эту мысль вообще, насколько она близка или далека от реальности. Интересная версия. Некоторые версии можно рассматривать просто как ну, теории. В данном случае, конечно, я не согласен ни в коей мере. Потому что, смотрите, пала Казань. Буквально через
4-5 лет башкиры принимают решение присоединиться к российскому государству. И строить тут такие теории, что вдруг в этот момент они вспомнили об угрозе исламизации, ну, конечно, это никак не вяжется. Как и во многих случаях сегодня и тогда, и в будущем, люди просто руководствовались стремлением выжить физически. Вот в данный момент речь именно больше про это. Бояться башкирам исламизации после того, как уже к тому времени 6 веков, да, 5 веков ислам уже занял прочное место у башкир, в матрице башкир, культурной, вообще идеологической. Конечно, это такого быть не может. Я в это не верю. Знаете, вот есть такие теории конспирологии, Мгм. которые все современные события укладывают в такую канву, которая выгодна автору. Но это даже в современном мире немножко, часто, знаете, звучит странно. Можно же подобрать как бы выгодные события, преподнести в каком-то выгодном для Ну, конечно, это субъектива. мои любимые в кавычках. Это значит, какие-то там кукловоды всем кукловодят ради каких-то там Да. интересов. Есть такое. Вот у нас любители всемирного заговора. И Путин, дескать, он плохой не потому, что он, значит, диктатор, а потому, что он работает на невидимых миллиардеров. Пусть будет так. Да. Вот та же конспирология, только еще под слоями веков. Понятно, тут ничего такого хорошего. Это просто спекуляция. Мгм. Ну, хорошо. А вот, опять же, я сейчас на таком очень примитивном уровне рассуждаю, но, наверное, это будет полезно, опять же, потому что теологически подкованных зрителей, наверное, у нас не так много. Вот такие очень бытовые, поверхностные наблюдения, жизненный опыт лично у меня сформировали такое впечатление, что башкирский народ, если в среднем сравнить его, например, с татарским даже народом, куда менее религиозен в быту, в жизни, нежели вот татарский упомянутый народ. И вообще, чем дальше на восток, вот еще есть казахстанский, да, казахский народ, там вообще кажется, что ислам формально есть, но фактически его нет. Есть ли у этих утверждений хоть какие-то основания с научной точки зрения? Вы знаете, я с вами тут соглашусь, когда вот как давно еще в молодости я пытался в голове выстроить такую градацию исламизированности, доисламизированности народов. Я башкир ставил примерно, на предпоследнее место, после которого идут уже народы, не являвшимися мусульманами никогда. Чуваши, марийцы, да, башкиры на самом деле, они, что вот несколько лет назад, там, условно, 50-100, так и сегодня они менее исламизированы, чем даже наши соседи татары. Возможно, это связано с тем, что Казань выпускала книги, то есть Казан басмасы есть такое выражение, да, Коран выпускался. И вообще, в целом, Казань это больше про э, какие-то научные труды, там, про теологов, когда споры шли про джадидизм, писались труды татарских богословов, но Башкирия в этом плане немножко все равно уступала. И сегодня тоже. Это, знаете, вот у нас нет конкретных научных данных, вот эту градацию проверить, просто по ощущениям, наверное, это так, к сожалению, для меня. И вот, исходя из этого, опять же, мы все очень теоретически теоретизируем, как говорится, да, будущее представляем. Вот есть народ, действительно, таких вот приверженцев, правоверных, скажем так, мусульман среди наших людей, буквально можно, наверное, в сотнях, может быть, в тысячах каких-то посчитать, но точно это не какие-то десятки и сотни тысяч, и уж тем более не близко к миллиону там, или к полутора, сколько всего башкортов существует. И вот государство, предположим, начинает свой самостоятельный путь. Насколько будет уместно вообще говорить об исламе на государственном уровне? То есть почему это не должно остаться на уровне, опять же, такой семейной традиции, каких-то, может быть, проповедников? Это все должно быть, разумеется, свободно, открыто и так далее. Но почему как-то государство должно в этом участвовать? Или не должно? Может быть, я ошибаюсь. Государство, если вот
я как мусульманин, практикующий, убежденный, да, более 30 лет, а, если и должно играть какую-то роль в жизни мусульман, я считаю, что оно должно максимально не вмешиваться Мгм. в жизнь верующих. Вот это моя позиция. Это то, что я вынес в течение жизни. Вот когда государство приходит в мечети к, скажем, хазратам, к разным муфтиям и начинает диктовать, как им молиться, какие книги читать и так далее. Вот тут ничего хорошего не получается. Если бы, если бы, как говорится, сегодня просто нас оставили в покое, вот мы бы жили с таким условием, Руслан, что мы не нарушаем закон. Мгм. Мусульмане не должны нарушать тот закон, который есть в отношении верующих вообще, во взаимоотношениях. И все. А все остальное мусульмане должны делать сами. У меня был даже недавно эфир, я говорил, что даже строить мечети, это мы своими силами сделали бы. Государство просто, если не будет чинить препятствия какие-то, ну, например, нам нужно земля, участок, если государство умышленно не будет зарубать на самых начальных этапах, как вот сегодня, кстати, происходит, то этого для мусульман достаточно, я считаю. Поэтому мы не ждем от государства ничего. То есть светские законы государства, в котором мусульмане живут, они должны соблюдать, даже если эти законы где-то противоречат, ну, скажем, шариату. Как и в любых вот системах, идеологиях, есть понятие вынужденности. Понятно, что я как мусульманин могу с чем-то не соглашаться, но это в душе. Допустим, вот этот закон для меня неприемлем. Но если я столкнусь с чем-то, я уже буду выживать. Я буду находить какие-то запасные варианты. Допустим, мне эта должность не светит из-за бороды. Такие могут быть, да, случаи? Да, они бывают. То есть, ну, маленький пример приведу. Допустим, повара. Да. Туда не принимают с бородами. У нас у братьев такие проблемы были, потому что когда ты варишь, что борода может падать. Но тут Вот. вроде хотя бы не про дискриминацию речь, а то меня это удивило. Как можно соглашаться с дискриминацией по принципу веры? Просто, да, не согласен, но тогда мы как верующие будем искать вариант. Например, другую работу. Или, может быть, вот насчет бород как-то там договаривались, что у вас будут маски, допустим, да, чтобы борода не падала в еду. Ну, это ладно, это маленький пример, банальный, может быть. Мгм. Но, А тогда вот хочется зайти опять же со следующего, ну, мифа, может быть, или, может быть, оправданного страха. Одна из, скажем так, претензий тех представителей либерального сообщества, которые считают деколонизаторов в целом маргиналами, заключается в том, что вы все хотите, значит, выстроить очередные вот эти вот ужасные античеловечные режимы. Там Туркменистан это в лучшем случае, да, хотя Туркменистан к исламизму, по-моему, отношения не имеет. Но, в общем, приводятся вот такие вот... Талибан возьмем, афганистанский, да. И все, как бы. И вот такой аргумент. И он служит довольно-таки серьезным пугалом, жупелом, который заставляет людей сторониться. Действительно, они думают, вроде да, вроде как бы есть логика, но вот если допустить до принятия решений всех этих радикалов, они действительно нам тут устроят Талибан, женщин всех с ног до головы покроют, запретят работать, ну и дальше по списку там это можно продолжать. И я в этом смысле страхи разделяю, как человек исключительно светский, хотя прекрасно понимающий, относящийся к исламским канонам. Я к слову добавлю, прошу прощения за долгую речь. Я рос, особенно когда в деревню к бабушке приезжал, и засыпал, и просыпался под ее ежедневные молитвы. То есть мне это с молоком матери, как говорится, очень хорошо знакомо. Я, более того, находясь в несознательном еще возрасте, не очень сознательном, абсолютно разделял все эти, ну, может быть, традиции, да, хотя знаний, наверное, у бабки было не так много. В общем, вопрос я выше озвучил по поводу страхов. Насколько это уместные страхи, оправданные, или, может быть, они опять же выдуманные? Про это я делал отдельное видео, последнее у меня на YouTube
очень многие страхи про мусульман об исламе, они ну, немножко вымышлены. Они взяты из стереотипов, связывают какие-то страшные режимы именно с исламом. Но ведь мы знаем, что режимы бывают разные. То есть сколько людей убило, загеноцидило, ну, например, коммунистический режим. Да? Сколько ради Бога, под именем Бога совершал убийств, крестовые походы возьмем. И много, ну, есть, например, Да, можно демократия. Юго-Восточная Азия какая-нибудь, в Африке куча были всяких диктаторов. Это да, окей. Да, с другой стороны, есть куча стран, куда ведь с удовольствием едут люди. Там инвестируют, покупают недвижимость. Например, Кувейт, Эмираты. Вот, я, И кстати, вот, Эмираты хотел упомянуть сразу, наверное. В общем, ответ понятен. Ну ведь, вот что такое Эмираты? Это монархия, да? Там повезло, что у власти находится вот это семейство Аль-Мактумов, на которых там народ молится, и молится, в общем-то, вполне заслуженно. Судя по всему, и сам Мухаммед Аль-Рашид человек достойный и достойную смену себе растит. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. И, наверное, там будет пока еще все хорошо. Но бывает иначе, когда власть зависит от невыбранных глав, а исламская традиция, она подразумевает именно такой вариант власти, всегда есть риск, что власть будет в руках у неадекватного тирана, и тогда что? нет, не всегда в исламских странах, даже в тех же самых, бывает какая-то тирания. Тирания, конечно, бывает, но это зависит уже от конкретного человека и конкретного клана, как они Да-да-да, себя я же не поведут. спорю, я про это и говорю. Но если нет демократии, а я не знаю ни одного примера успешной исламской страны, где была бы именно демократия. Так вот, если ее нет, то тирана никто не сможет свергнуть. Вот режим аятолл в Иране возьмем. Тут мне, по-моему, ну, я не знаю, очевидно, что этот режим, ну, просто антицивилизационный. Да, да. Ну, правильно используют слово «маракабес». Мгм. Мракобесы приводят в пример и Иран, и Афганистан, но ни Иран, ни Афганистан не олицетворяют ислам. Ислам есть и в Кувейте, куда с удовольствием люди ездят, есть в Эмиратах. Потом самые исламизированные регионы в России – это Дагестан, Чеченская республика. Как бы к ней ни относились, да, но это самый исламизированный регион. Я не говорю вот Кадыровцы и благодаря. чеченцы отдельно, я согласен. Тут Да, надо сразу разделить. да, да. Поэтому вот именно хищность режимов, она не связана с какой-то религией, с какими-то понятиями, часто связана именно с людьми. Теперь про Башкортостан. Не-не, все-таки Никто, тут я хочу докрутить. Вот, с людьми связано, согласен. Башкортостан дальше будет. И я же о чем говорю? Вот, а как обезопасить-то себя? Не обязательно Башкортостану, кому угодно. Сегодня в Эмиратах Аль-Мактум, значит, а завтра, я не знаю кто, и все, а народ ничего сделать не может, потому что нет инструментов. И, соответственно, все достижения последних 50 лет могут уйти коту под хвост, если не будет изменен именно политический режим с монархии на демократию. А предпосылок к этому никаких нет. знаешь, Руслан, есть в этом мире вещи, от которых человек себя, свою семью обезопасить не может ни в коем случае, никак. Ну, давайте вот от противного оттолкнемся. Светоч демократии. Страны, где всю жизнь говорили про демократию, про права человека, то есть я имею в виду западную цивилизацию, как-то они сильно обезопасили себя от деспотизма, от попрания прав. Вот, например, возьмем Трампа. С тем, что делает Трамп,
мы лично насколько согласны, вот в его высказываниях, как он относится к людям, да, Ой, там, ну, как он, Трамп, ну, я понял, конечно, есть то проблемы. есть Демократия не даже, идеальная картина, но лучше нет. Кто-то там, Черчилль, по-моему, сказал. Трамп сегодня да, есть, завтра его нет. То есть есть механизмы какие-то. То есть он все равно не всевластен, хотя он, конечно, несет околесицу и очень плохо поступает по многим вопросам. Но есть шанс, что через пару лет, буквально, новые выборы, и все, и Трампа нет. вот именно. То есть мы максимально должны брать вот этот опыт успешный каких-то стран, когда люди максимально себя обезопасили от деспотии, от попрания прав, от подземных каких-то тюрем, да, мы должны этот опыт брать. Но как бы гарантировать, что именно такой-то режим и такое-то устройство нас обезопасить, конечно, мы не можем. Мы вот сейчас говорим про э, давай, может быть, вернемся к нашим странам, к нашему сегменту, да, вот этому постсоветскому. Э, На мой взгляд, пока не вырастет новое поколение, которое вот совсем на других ценностях выросло, как они относятся к людям, там дистанция власти, начальники, подчиненные, то многое не поменяется. Вот тот же Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, там, Руслан, можно какие угодно институты построить. Ну, я имею в виду институты и власти, и прав. Мгм. Можно на каждой улице открыть мемориал, скажем, да, вот в Туркменистане. И обезопасит ли это народ от того, что уже там веками складывалось? Конечно, нет. Есть такой фильм про Варлама Шаламова. Мне фраза там понравилась. Ему говорят, вы не бойтесь, сейчас уже не будет обысков, не будет арестов, сейчас уже другое время. Шаламов такой, ну, прикуривая, говорит, не может быть другого времени, если люди те же. Понимаешь, Руслан? Вот я просто хочу донести мысль, что мы, наверное, думаем о том, как бы насадить сверху права и свободы и уважение человека, но надо все-таки с печалью для себя признавать, что есть вещи, у которых короткого пути нет. Мы должны работать над народом, чтобы ну, другое поколение выросло. Как раз о молодежи говорили вначале. Тут я не поспорю, конечно, я прекрасно вижу даже, у нас опыт есть последних 35 лет. Насадили сверху условную демократию, а народ не понял, не воспринял и не стал за это бороться. Новая попытка также может оказаться безуспешной. Вот. Но как к этому прийти и как в этом поможет ислам, мне пока непонятно. Или не поможет. Ну, вот про теперь ислам. Ислам у нашего народа он не играет такой, значит, роли такой важной в жизни мусульман, башкир. Да, вы Да. согласны с этим? То есть у ислама есть ценности, уважение прав, отношение к человеку, что у человека есть достоинство. В этом плане, конечно, ислам должен помочь. Но, скажем, думать, что он будет либо угрозой, либо какой-то панацеей, конечно, нет. Почему? Вот мы сейчас именно про будущий независимый Башкортостан говорим, потому что именно доля влияния ислама, ну, там на уровне погрешности, к сожалению, это я все понимаю, что как бы от мусульман на такие пессимистические речи слышать неприятно Ну, многим. лучше Но так оно объективно есть. оценивать реальность, как есть. Да, Да. так оно есть, к сожалению. Да, у Вот. нас, возможно, процент тех, кто формальные как бы обряды соблюдает большой, ну, условно говоря, там, Исем Хоштуру, там, Никах, вот это все у нас делает, ну, наверное, каждый буквально, но ведь это никак не говорит о том, что человек является правоверным мусульманином. Тут я, Поэтому, да, да, вот добавлю только фразу, Руслан. Поэтому не надо сильно как бы обманываться речами таких оптимистов или пессимистов, которые пугают ислам. Оптимисты говорят, вот мы дадим полную свободу, волю исламу и мусульманам, и у нас все расцветет. Нет. В то же самое время там говорить, что если мусульманам дать побольше прав, они на всех наденут хиджабы, устроят тот халифат, тоже нет. Вот вы говорили про статистику, доля мусульман. Я-то ее знаю, в принципе, даже математически. На 1000
селение, в котором живет 1000 человек, если вы поищите вот прямо убежденных, которые на намазе, да, вы найдете где-то двух Мгм. на одно сельское поселение или на 40-тысячный город училы, это будет 40 мусульман. Ну вот и можно делать выводы. Могут ли 40 мусульман в Училах там что-то устроить? Либо хороший, либо плохой. Конечно, нет. Это такая статистическая погрешность. Надеюсь, внес ясность. Да-да, тут цифры сильно меньше там, доли процента, это все понятно. Но опять-таки я буду пытаться как бы страхи транслировать, чтобы на них Да. получить ответы. Ведь религия это что такое? Есть такая точка зрения, да? Там Ленин, по-моему, сказал, опиум для народа. То есть это способ дать легкие ответы на сложные вопросы. Если, значит, дать зеленый свет этим 40 ребятам в Учалах, они, значит, присядут на мозги всех там окружающих, ну ладно, не всех, но большого количества, и, значит, заведут их куда-то там не туда. Сделают из них фанатиков, значит, радикалов, которые будут, как там, стремиться жить и умереть в борьбе с неверными. Сейчас я пытаюсь на ходу, да, вспоминать эти все формулировки пугающие. Вот, есть такой страх. Насколько он, опять же, оправдан? Он выдуман, он раздут, он выгоден для некоторых структур. Годами определенные структуры получали финансирование, находили где-то там террористов, ученые получали гранты, пиша о страшных мусульманах, которым, если вот дать волю, завтра они превратят Башкортостан в халифат. Понимаешь, да, Руслан? Это все просто раздувалось годами. Но давай сравним, просто вот сопоставим. Мы с тобой, можно сказать, советские мальчики. Мы, наверное, хорошо знаем историю СССР. Да? Как коммунисты продвигали свою идею. Реально ли было бы коммунистам вот в такой пропорции над 40 тысяч и 40 человек, если бы их идея и их вот миссия только на голом энтузиазме строилась? Мы-то прекрасно понимаем, что ну, вот все эти подводные течения, то, на чем строился коммунизм, там, значит, великая идея, связь с Западом, финансирование, Ленин, который в запломбированном вагоне приезжал и явно не с пустыми карманами, да? Мы же это все понимаем. Несмотря на все это, ну, не так легко шло распространение этой идеи. Не получилось установить в этой России коммунизм без определенных факторов, просто на голом энтузиазме. Поэтому, вот в отличие от многих людей, которые именно эти пугалки читают, я-то работал с мусульманами, но вживую, даже если дать все возможности, вот всех этих мусульман поставить главами администрации, ну, кого-то Например, главой да. администрации, То есть, да, кого-то там, это не влияет, Руслан, на общество так сильно. Это все распространяется и уходит в песок. Я уже не в обиду многим моим единоверцам, вот эти 40 человек, добрая половина, мягко говоря, если где-то они почувствуют, что можно не бороться за какую-то идею, а удачно встроиться в работающую систему, они побегут и прекрасно, ну и забудут они, что вчера горели какой-то идеей, говорили о распространении ислама и так далее. Они просто станут, ну, кто священнослужителем, кто муфтием, а кто-то просто там высокооплачиваемым таксистом. То есть это вот так. 40 человек на 40 тысяч это ни о чем. Вот так. Поэтому я ну, не разделяю этих страхов, потому что я знаю, насколько оно влияет на общество. мгм. Вот в этой связи хотел бы, ну, скажем, нынешний ислам немножечко затронуть. И тот ислам, который есть сейчас в Башкортостане, в частности. Ну, такой же ислам, как и РПЦ. Вот это утверждение, кстати, оно отражает реальность? Или все-таки ислам немножечко, ну, лучше, чем РПЦ? Вот
вы понимаете, да? То есть я имею в виду Дум РБ, ЦДУМ РФ, которые у нас представлены и между собой даже немножечко конкурируют. Как вообще можно это охарактеризовать? Я являюсь мусульманином, который на все 100% разочаровался в этом институционализированном исламе в России. Вы говорите, является ли там аналогом РПЦ? Во-первых, это зеркальное отражение по именно юридическом плане. Во-вторых, институционализированный ислам во главе с муфтиями в России мечтает быть как РПЦ, пользоваться такими же правами, такие же привилегии иметь. Да? Но еще раз повторяю, это не про религию, это не про установление какой-то своей идеи, это не про влияние на общество, это больше про выгоду и часто материальную. То есть вот так. Поэтому что РПЦ, что муфтиаты, это абсолютно идентичные конторы. Ну, а как может быть иначе? Они-то и создавались, в принципе, одними и теми же людьми, да? Основателем муфтиатов является Екатерина II, та самая, ну, не будем объяснять, которая много чего еще основала, в том числе и империю, ну, в большей или меньшей мере. Ну да, да, она сформировалась именно тогда. А есть ли среди вот тех, кто в этих структурах, ну, задействован волею судеб, искренние, вот, ну, такие нормальные мусульмане, как их правильно назвать? Ну, действительно, слово «искренние», наверное, лучше всего отразит. То есть, которые, в принципе, в душе понимают всю ущербность всей этой системы государственной и надеются и верят, что когда-то им удастся заняться проповедованием уже в нормальных условиях. Ну, тут, конечно, трудно говорить о каких-то цифрах, да, сколько искренних, убежденных там мусульман. Тем более вот на протяжении жизни человек часто пересматривает свои идеи. Мы говорили вот про нас с тобой, про нас двоих, про нашу трансформацию. Но ведь и у других людей тоже меняются мысли. Человек туда может, я знаю таких, человек сначала приходит туда с одними мыслями. У одного проповедника арабского знаменитого есть такая фраза: «Дахалу ли югайру фатагайяру». Они пришли туда, чтобы изменить, и изменились. Ну, я думаю, это можно про многих сказать, кто приходит в полицию, ФСБ и вообще на госслужбу в том или ином виде. Там, наверное, 99% проходят такую трансформацию. Да. Поэтому вот когда я вижу какие-то фотографии, там, например, собраний священнослужителей, так же сейчас выражается, да, где мусульмане, я этих людей знаю лично, с кем вместе учился и так далее. Вот сказать, что какой-то из них там очень даже искренний так сильно повлияет на общество, ну, конечно, нет. Во-первых, их мало. Во-вторых, если есть люди, которые молодые, горячие, еще пока еще не испорченные, горят какими-то идеями, так идеи у них, наверное, примерно такие же, как у меня раньше были, да, распространять, знания об арабском языке, лингвистика и так далее, то есть вот на таком уровне. Поэтому, ислам и Россия, ислам и Башкортостан – это влияние очень на уровне погрешности. Ну вот продолжение темы, вопрос из чата. Я думаю, что он как раз подходит. Эшмурат, как вы думаете, почему за независимость топят скорее националисты, чем религиозные мусульмане, как вы? Это первый вопрос. И второй, вы совпадаете вообще во взглядах с башнационалистами? Ну, мне кажется, второй вопрос, точнее, ответ на него очевиден. Вроде как да, я даже за него отвечу, да? Вот первый вопрос. Почему так? Именно все-таки второй немножко тоже прокомментируем. У нас ведь в национальном движении нет такого регламента и такого требования, чтобы все были одинаковых мыслей. Да? Мы можем разногласить, мы можем спорить. Я уже озвучил не раз, что вот, лично я вижу роль мусульман в будущем независимом государстве в перспективе мусульманской фракции, чтобы свои требования, свои какие-то мысли, они осуществляли именно через эту фракцию, где-то участвовали в голосовании. Ну, я про это говорил. Условно партия и выходит в парламент там и защищает свои права. Даже те люди, которые сегодня со мной
в национальном движении, они будут со мной спорить. Они скажут, ну, Ишмурат, это уже too much, наверное, зачем мы пиво, что ли, не будем выпускать сейчас? Да давай лучше тормози. Да. А я буду говорить, нет, я буду против голосовать. Я буду всю жизнь стараться, чтобы вообще не было алкоголя в селах. То есть я буду за это бороться и так далее. Так что это на второй вопрос. Что касается первого вопроса, он очень хороший. Почему мусульмане не участвуют? Потому что мы упоминали Екатерину II с ее вот этим магометанским духовным собранием, основанием муфтията. Это была такая большая специальная операция по выключению мусульман из политики. То есть, вот это слово опять я напоминаю, институционализация ислама, чтобы все вот под этими крышами были, без бумаг ничего не говорили, и проповеди были правильные, и на проповедях они, как один известный мусульманин сказал, даже плакать могли по тому поводу, который нравится государству. Вот почему. То есть большая работа была проведена над мусульманами, чтобы они вообще не думали про политику. И, кстати говоря, это же очень тренд распространенный. Типа, ты же мусульманин, ну молчи, зачем тебе эта политика? Вот молись, сиди и больше не Да, думай. кстати, точно, да-да-да. Политика грязное дело, а вы как бы за святое, за чистое, поэтому надо молиться, Да-да-да. Аллах все решит. Да-да-да. А я же говорю, что мусульманин в том числе должен бороться с несправедливостью. Если я вижу, что мой народ используется как расходный материал, как пушечное мясо, да, я должен об этом молчать. Я говорю, нет, вот я помолился, мне стало лучше. Где-то там парни погибают на этой беспонтовой войне. Но вот я сегодня помолился, и мне какое-то успокоение пришло. Я уже про это и не думаю. Так что ли? Конечно, нет. Мгм. Тут вижу, вот народ возмущается. Ужас. А как без алкоголя жить-то? Тут я немножко перефразирую, потому что это была реплика. Вот бороться за некие принципы в составе там какого-то парламента будущего, ну, наверное, логично и справедливо. А что если в какой-то момент вещи, которые сейчас кажутся мало реалистичными, в конце концов реализуются? И таким образом с миру по нитке потихоньку мы все-таки будем двигаться к иранской модели ислама. Я все буду туда топить. То есть вот сегодня нам кажется, что невозможно хиджаб надеть на башкирских девушек, на всех поголовно. Типа, что за бред? Не надо этим пугать. А черт подери, завтра, как говорится, больше, с миру по нитке, и в конце концов эти хиджабы на всех наденут. Я, например, лично против. Я за то, чтобы женская красота была открыта. И вот как убедить меня, ну и многих других, в том, что этого бояться не стоит? Гипотетически можно страхов много нарисовать, да? Для Это, наших... это главная тема. Эти страхи больше всего и пугают, так? Мгм. То есть это будут такие проблемы, которые будет решать уже будущее поколение. То есть если начнется перегиб в сторону, скажем, исламизации, ну так, понятным для аудитории языком говорю, да, то каждый житель, имеющий право голосовать, он будет это останавливать, Мгм. будет подсказывать мусульманам, где они что-то перегибают. Вот, более того, я скажу, я и сам, если режим пойдет в ту сторону, что, как один деятель говорил, перегибы на местах случаются, это я и сам буду останавливать. То есть у нас все-таки верховенство справедливости. Иран не очень хороший пример, Руслан. Вот часто говорят про Иран, да, но Иран ведь это не ислам. Иран это иранский режим. И не буду уходить в детали, отдельное видео есть. Это шиизм. А шиизм это такая агрессивная форма отдельной религии. Я, кстати говоря, отделяю шиизм от ислама. Не буду как бы сейчас спорить, но хотя в разных энциклопедиях, учебниках, вот говорится, есть ислам с двумя ветками, суннизм, шиизм. Да. Я не согласен с этим. Шиизм это отдельная религия.
Ага. Ну, шииты, наверное, сказали бы, что сунниты — это отдельная религия, а мы, настоящие мусульмане, скажут они, аятоллы те же самые. Ну, окей, да, действительно, это тема отдельного разговора. Как бы сейчас не совсем время. Я, наверное, ну, всеми руками за был бы, если бы я точно знал, что вопросами ислама в будущем Башкортостане будет заниматься Ишмурат Хазрат, потому что я знаю этого человека и вижу, что как бы, ну, он действительно будет руководствоваться принципами справедливости и добра и основных канонов, скажем так. Но всегда есть опция, что условного Ишмурата Хазрата, да, перекроют злые силы. Я приведу пример. Вот какой пример взять? Да элементарно. Вот я живу в Берлине, да. Тут как не теракт, ну, терактом можно назвать все вот эти вот события, связанные с въездом автомобилей в толпы, так какой-то радикал, которого Германия приняла с распростертыми объятиями, а он из Афганистана выходец или откуда-то оттуда. И у людей, особенно ну, непосвященных, сразу возникает ощущение, вот он, к сожалению, ислам, который выходит на поверхность. Есть хорошие проповедники, там, условно Ишмурат Хазрат, но в конце концов влияют на людей, уничтожают порой людей физически, вот эти вот люди. И я, кстати говоря, пытаясь как-то обосновать и объяснить, что это не относится ко всему исламу, я не могу это обосновать. У меня нет ответа. Я, к сожалению, смотрю на статистику и понимаю, черт подери, они правы. Вот как можно мне помочь в этих разговорах? Я не знаю, что отвечать людям, потому что мне отвечать нечего. Вот. Сначала про то, что злые силы могут перекрыть. Я недавно, да, я использовал такую фразу, что есть проблемы будущего поколения, которые мы пока не можем решать, потому что мы не знаем, куда колыхнется общество. Я думаю, немцы, которые жили в годах 30-х, тоже не сильно представляли себе, куда пойдет Германия. Но потом им эту проблему пришлось решать. А в 30-х годах вот эти все разговоры, а что мы будем делать, если вот правая повестка победит, это была просто теоретизация, и ничего они не могли сделать. Кроме того, что сказать, когда уже наступит, мы будем решать уже по ходу. А сейчас мы не можем предсказать. Не только вот религиозных людей, самых пушистых демократов, либералов сегодня, Руслан, могут затмить другие. И мы это видели в светских режимах, то есть в демократиях, когда приходят с одними идеями, а потом условно его двоюродный брат или там первый ученик перехватывает повестку и вот так переворачивает страну, да? Там после Ленина приходит Троцкий, после Троцкого Сталин. Это три разных режима, будем говорить так. Да. Окей. Не сильно отличающихся, но все-таки. Вот по поводу терактов, Руслан, это я тоже хотел сказать. Часто, да, но надо понимать, что мы все-таки в информационном пузыре каком-то живем. Есть даже научные исследования, которые доказывают, если вы думаете, что вы выбираете информацию и статистику, вы ошибаетесь. Часто это манипулирование. Я приведу пример. Вот Магдебург, если не ошибаюсь, 2024 год. Человек вырезается в толпу. Все эсмеимеры начинают говорить, ой, какие страшные мусульмане. Вот смотрите, их принимают, а они потом вот такие зверства чинят. Да? Через несколько часов выясняется, что это да, араб, но он исламофоб. И его идея это ненависть к правительству Германии, внимание за то, что она принимает очень много мигрантов. Надо останавливать это. То есть, представляешь, посмотрите, просто в интернете это все есть. Это был какой-то, по-моему, ушедший из ислама, разочаровавшийся, ставший коммунистом араб, который критиковал власть немецкую за именно про-мигрантскую политику. И таких можно набрать новостей много. Терактов случается очень много. Не обязательно, чтобы мусульмане совершали. Но в последнее время в Европе это тоже накручивается, что вот именно это мусульмане, выходцы из таких стран. Поэтому тут я считаю, что элемент манипулирования есть.
А как так получается? И завершая, Рустам, Да, Рустам, извини, да-да. вот этих людей, да, ни в коем случае никто не оправдывает. Это террористы. Ими действительно должен заниматься очень жестко, потому что это ни по каким понятиям религии, ислама, да, они не совершают благое дело. Это зло. Их бы вообще еще жестче останавливали бы в Кувейте, в Эмиратах. Я это знаю. Мои друзья сидели за то, что они где-то вели разговоры не слишком осторожно. То есть там с ними разбираются. И совсем уж вишенка, да, в Европу едет не очень хороший контингент. Да, я не думаю, что там какие-нибудь академики, профессора переплывают море, чтобы там попасть в Сиуту. Правильно Например, же? например, да. Поэтому есть определенные вещи, э, которые статистику портят. Ну ладно, я Да, слишком. это объективно, это нормальное выражение, конечно. К сожалению, статистика портится. Я тут еще вот на чем себя поймал. Когда происходит событие, об этом трубят СМИ, те самые СМИ, которые на следующий день беспокоятся о том, что набирает популярность праворадикальная политическая идеология и условная партия «Альтернатива для Германии» увеличивает число поклонников. Противоречие получается некое. То есть получается, что общественное мнение или люди, формирующие общественное мнение, льют воду на мельницу вот, усугубления этой ситуации. Правильно Рустам, ли? извини, я одну вещь тоже скажу. Да. Я просто хочу, чтобы аудитория это услышала. Если бы СМИ, вот есть же такая, по-моему, такой знак, да, на чем фокусируется они, по-моему, мем такой. Мгм. Вот если бы СМИ взяли другую тактику и побольше рассказывали бы про случаи произвола по отношению к мигрантам, мы бы тоже много интересного узнали бы. Я сколько вот знаю случаев, когда происходят пожары, европейская система бюрократии, она такая, что ну, неповоротливая, да, не быстро реагирует. А вот эти наши выходцы постсоветские, там, особенно чеченцы, там, узбеки, ну, они когда видят проблему, они сразу бегут выручать, спасать, вытаскивать тонущего. Сколько случаев, когда тут чеченцы спасали из пожара, это известный случай. Старика, они прям там два борца, борцухи, как говорят, молодые. Старика вытащили с третьего этажа, да, и что? Потом одного депортировали, второго там тоже. Вот узбека, который спас от пожара старика, его депортировали, его следы теряются в Узбекистане, потому что у него там ну, были проблемы. То есть таких тоже можно много набрать. Статистика это такая вещь, которая, к сожалению, все равно создает информационный пузырь. Ну, я все, я Да-да-да. слишком. Ну, я думаю, что эти сравнения очень характеризуют, скажем, ответ на вопрос. Тут вот была такая реплика. Я, наверное, ее возьму вот ближе к завершению, да. К сожалению, вот сейчас не вижу. Вот вы внутри одной религии договориться не можете, так же, как и христиане. Может быть, проблема в людях и как они трактуют свою реальность другим? Тут вот опять, ну, скорее, ближе к философии. Проблема в людях и то, как они трактуют свою реальность, это истина. Договориться не могут коммунисты внутри коммунизма, договориться не могут либералы внутри себя, оппозиционеры, выехавшие из России и строящие прекрасную будущую в разных ее форматах. Они так не договариваются между собой, что треск стоит, это все вываливается, мы это знаем. Навальнисты внутри себя не могут договориться. Вы просто поймите, что это жизнь. И ничем в этом плане мусульмане или христиане или буддисты не отличаются, ибо они обычные люди. Мгм. Ну, а попытки договориться должны быть? Вообще они имеют смысл? Или это все пустая трата сил и времени? Как говорится, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Мы должны говорить правду, бороться за нее. Но вот то прекрасное, которое мы видим в будущем, очертания на горизонте, за это мы должны бороться. Я поэтому сказал, ну тут такие отмазки уже не должны быть. Я же мусульманин, вот я помолился, мне хорошо, да, делайте, что хотите. Нет, мы то, что видим, то, что вот прекрасная вот эта картина, мы за нее должны бороться. Потому что я уверен, что
все-таки, если больше человек работает для блага, оно результаты дает. Почему люди вот переплывают какое-то море, чтобы попасть в другую страну, а не остаются у себя? Потому что вот это маленькие капельки, молекулы тех людей, которые старались, строили другое государство, значит, оно превратилось ну, в что-то большое, в озеро превратилось, да, как башкиры говорят, там, и у них что-то хорошее появилось. Вот это даже разговор, это такая некая капелька, может быть, молекула, что мы в будущем все-таки сможем построить что-то хорошее для нашего народа и на нашей семье. Ну, это значит, нам надо продолжать разговор. Мы сегодня со Шмуратом Хазратом впервые общались лично в прямом эфире, поэтому, дорогие друзья, от вас мы ждем реакций. Пожалуйста, ставьте свои лайки как минимум, ну и как максимум оставляйте комментарии по поводу услышанного. Также наш канал ждет вашей поддержки, если у вас есть такая возможность, особенно если вы выходцы из Башкортостана или люди, сочувствующие Башкортостану и живете за границей. У вас для этого есть все возможности помочь нашему проекту. Ну а мы будем стараться как можно чаще поднимать сложные вопросы, в том числе с нашим сегодняшним гостем. Ишмурат Хазрат, Зурахмет. Спасибо, что пригласили. Поддерживайте аспекты. Это очень хороший канал. Всем благ. Увидимся, дорогие друзья, в эфире завтра. Хорошего дня и всем пока.